У них денег нет. На это вот находят такие спортивные мероприятия деньги, а тут не денег нет. В Америке деньги лежат. А тут денег нет для пенсионеров. Поэтому не знаю, тут там же своя мафия, что там говорить, свои люди. Если так разобраться. Поэтому ничего хорошего нет. Ничего хорошего нет. У нас в среднем продолжительность жизни мужчины 65 лет. По сути, если так рассчитывать, то по сути ни один мужчина не доживет до своего пенсионного возраста. Ну то есть, я не знаю, это просто 1 миллион рублей, ну, обычного пенсионера, то какого-нибудь государственного служащего, просто себе в карман государство кладет и все. То есть, если так считать, ну вот даже если по одному году считать, это, считай, если в месяц 17 тысяч рублей, это 1 миллион рублей. Еще хорошо они это делают во время чемпионата мира, когда люди, по сути, просто не хотят думать об этом. Потому что сейчас чемпионат мира, праздник такой в стране, грубо говоря. И так всегда будет. Они какой-нибудь повод, либо какого-нибудь внешнеполитического врага будут находить, какие-нибудь санкции будут прикрываться. И вот так вот будут проворачивать свои махинации. Кішіге ақша төлемесін үшін. Шулай деп ойлаймын. Тоже, наверное, шулай деп ойлаймын, что кішіге ақша төлемеске үкіметтің былай да ақшасы жоқ деп тұралар. Шуның үшін кіші көбірек ақшасын деп көтерелер. У нас все пытаются на людей все-таки переложить. У нас хорошая внешняя политика. Путин хорошо руководит вот внешняя политика как раз. Вот то, что Крым наш, вот в Сирии и другие вопросы разные. А вот внутренняя политика, она как раз-таки у нас ужасная в России. Ну, собственно, чтобы увеличить госбюджет, затраты на государственный бюджет, снизить их как бы на затраты на пенсионный фонд, собственно, и повысить уже на какие другие затраты. Мне кажется, конечно, это большой минус для народа все-таки. Очень многие люди как бы рассчитывают на эти деньги уже ближе к старости, а как бы их лишать, это, я считаю, неправильно. В пенсионном фонде денежных средств уже недостаточно, поэтому нужно больше работников, чтобы сохранялось. Я так понял, хотят, чтобы или поменьше пенсионеров было в этом возрасте, так думаю я. Соответственно, это же все финансирование. Чем меньше пенсионеров, тем меньше вкладывается денег. Чтобы заработать на людях, в течение с повышением 2 лет можно заработать очень неплохо. Статистику же приводили, то что каждый житель теперь нашей страны с повышением пенсионного возраста отдаст государству 1 миллион рублей. Это же простая математика. Все.